Бур Асов. Эфирн информационная программа «Вести Кудымкар». Студия Татьяна Конюкова. Бюджета Мэнлойс Татьяна «Это неделя». Лёг вирусовая организация спортивный карантин ута. Культурно-досуговый центр эзен да велочанин эзен муна ограниченный режим. Жугалам туез анеоз мешайта отерла мунна обследованию из. Кудымкариш больница аваетиса медоджа КамАЗ-вездеход. Компермяский округиш ветеран везла ожлань кожналана юбилейный медаль лез. Март да сиземат лунчань коми округиш буде студентес леджамаш гортезанес. Велочины как неделя шарна неапондаса дистанционная. На чожань улет курс вылыш студентка Валерия Татьмяниналан пондотчас диплом был нуч. Сиенета йорлам и матышка до велочины пондасковна дистанционная гортен сиаа бурад. Но Барину Осков здоровье сулала медоджа места вылын. Другая проблема в том, что у нас практика должна была быть, а сейчас перенесется все из-за этого. А еще диплом. Лесотехническое, агротехническое техникум, еще медицинское училище, да компермяцкое политехническое техникум, еще будас велочищес, леджемаш гортезанес. Это елыш официальная юртам и велотыщезла. Однозначно, это будет дистанционная форма обучения в течение пока 2 недель, после чего будет проведена дезинфекция всех учебных кабинетов, учебных помещений в образовательном учреждении. Кудымкариш школы эзен велочемлан дистанционной форма, но это рекомендательный характер. Кычуокариш, как я мысот номера школа аж директору, это он абуне кычам мог. Но быть айвам вермаст ачес барьяны кычвелет написа это кат коста. Сегодня дети все присутствуют, дети все здоровы, и переходить на дистанционное обучение и, скажем так, даже вот немного закрыть школу на неделю у нас необходимости на сегодня нет. Быть велочишлыш асана свечетана температура. Как час вылаз отпыр школа анчулача санитарной обработка, перемена из коста класса занмешкащаны. Хлорка. В первую очередь делаем немножечко соды. Это обязательно. То есть приходится обтирать каждое утро вот эти вот сейчас дверные ручки, двери обязательно. То есть все то, что где касаются дети. Контрольный мере звончатамаш и челядь саддезен. Челядная температура шорен бюджетана лун вылаз кыкиш. Уркатана помещение, а мебельса кухня дачача обрабатывайтана ашама растворен. 2 раза получается в день в ясельной группе мытье игрушек, а в дошкольных группах 1 раз в день с применением ДЭС-средств, как и посуды, с замачиванием, с полным погружением воды. Особо опасная инфекция шанвишка чемпонда компермяцкой округлан больница эма специальной торьетом палаты из. Нылан лашетамаш торья обоссез. Округ территория вылан как неделяща карантин муниса китаиш дас как морт. Инфекция с никилан эзва ваджа. Анякадвала чулача на проверке из нышарти кинбертис горта му помсаиш командировки изиш даша чущем вылыш. Коронавирусан шогалышез абу пас емаш. Татьяна Конюкова, Надежда Пушкина, Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Кудымкар. Карантин ута сиджа шедиса и буде культурно-массовое мероприятие. Март таскак емысат луна Пермской крайш Министерства культуры приказ пырьет, чакта сухтатны уч быдас музей езла, библиотеки езла, театр езла, да культурно-досуговый центр езла. Кычач пондаса кыщины приказан пыртам вершем мес, абу тетса. С 18 марта 2020 года приостанавливаем прием посетителей на наши экспозиции для работы в наших фондах и для работы в библиотеке. Издан приказ Министерства культуры Пермского края от 17 марта 2020 года о том, как работать в таких условиях. Мы считаем, что приказ своевременный, правильный, потому что сейчас мы как раз будем усиливать меры гигиены и дезинфекции своих помещений, своих коллекций. Коронавирус нима инфекция уявила чанинезен тулуша каникулез луаса кужжикаш. Челяди слежаса шочечный апрель даска кат лунадж. Главой города Кудымкара принято решение о досрочном объявлении каникул с 21 марта по 29 марта. Далее в городе Кудымкаре с 30 марта по 12 апреля школьники переводятся временно на обучение с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Причина этому – предотвращение распространения коронавируса.
Также перенесен досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников прошлых лет, а в городе запрещены все массовые мероприятия с участием детей. Важно отметить, чтобы родители понимали, что нельзя водить детей не только в школу, но и в кружки, которые проводят индивидуальные предприниматели, учреждения культуры, какие-то некоммерческие организации. А детские сады будут работать в прежнем режиме. И если детям нужно посещать садик в связи с тем, что родителям не с кем их оставить, то они могут спокойно привести ребенка в детский сад. Компермяской округлан больница пондис уджавный медоча КамАЗ-вездеход. КамАЗлан базовылын диагностический комплекс Локтис Кудымкарской районыш медылын деревнеезі. Очередь отырны фельдшерско-акушерской пунктын Березовка поселок иш олищет нечасто экшенсы чамуджит котыран, но это мероприятие санекине зорди. Рентген-лаборант Шершен-Быршин примита мортезас и чулета обследование из. Флюорограф туберкулез выявляет в ранних стадиях, маммография, онкозаболевания, главная профилактика, диспансеризация. КамАЗлан база волнуджал на кабинет маммографической и флюорографической, автомобилен М-диагностика понда колана медицинское оборудование, биль передвижной медицинский комплекс Ермолокны Илын деревня из Олища сдына. Из Санкова, из Заполья, из Нестерова, из очень дальних деревень, и везут тех, кто не может сам доехать, и в автобусе не сможет это все перенести, на медицинской машине. Когда выезжают такие большие масштабные медосмотры бывают, это очень удобно. Это все на месте, никуда не нужно отлучаться. Березовской фапынсычым оборудованию абу амунны кары отер верманы не пыр. Сыли, что посады локтас больницы шань КамАЗ, татын кашмати саважинни. Электрокардиограмма мяшным керама, тонометрия ашным керама. Но то, что меня вот население Садинуна, меня 600 человек, вот это должны будем пройти, вот эта диспансеризация. И вот когда меня подолгу не проходят, вот мне тоже предупредили, что Бог тиса. Хотим, чтобы здоровое население было. КамАЗ-вездеход Локтис окружной больницы Авильгода и пондас уджавна круглогодичный график черти. Мобильный врач засвечище на НИУ на районный зн. Мы одновременно можем населению в труднодоступных территориях провести эти диагностические манипуляции. Сделать флюорографию и маммографию для женщин. Также забираем анализы у пациентов, делаем электрокардиограмму и смотрим внутриглазное давление. Это позволяет пройти диспансеризацию населению прямо в территориях, там, где они проживают. За 10 выездов данного КамАЗа обследовано уже более 500 человек. То есть люди идут, это востребовано для населения, это нужно. Они диагностика в Локтисе Вергиневское поселение чижим даща у нажик олиш, оборудованные машины ещё одер аджина только бура. Конечно, один удобно, бур один. Для людей, для нас один бур. Это ехать в город специально, может быть. 5 Госкова уже, можно спокойно и к врачам пройти уже. Ведь в первую очередь спрашивает флюорографа. Народ старается ему-то, когда думает о своем здоровье, конечно. Все уже обязательные, потому что один шагауна, болезни нас, туберкулез особенно. Эта неделя вылан диагностика на Кудымкарской районе Илон деревня из Олищез. Локтал неделя медицинская служба муна с КамАЗ-вездеходен Юсвинской да Юрлинской районе за. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Великая Отечественная война бермемлан юбилейной медали с оджлань кожнала на Кудымкариш ветеран незла. Уна изла награда из военный гортеза. Клавдия Коновалова орден Вилишкар администрация ЖГШС Сыдналоктис Карлон Виль Юралиш. Повод торжественной и приятной. Морд, когда учит он мунис Ленинградлиш блокада, заслуженная шеттис награда. И они гордым торжественно примита победал юбилейный год кежала счетом памятной медаль. Дорогая Клавдия Павловна, я от себя лично и от всех жителей города Кудымкар хочу вас поздравить с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Я хочу вам сказать большое спасибо за те все годы, которые вы выдержали в эту
клятву войну, потому что, не знаю, без вас бы непонятно, как что бы еще было. И поэтому большое вам спасибо за то, что вы выстоите, за то, что вы смогли, за то, что мы сейчас живем, за то, что мы улыбаемся. Инька, поздравите се ветераны Совет представители с шонт обстановка Анклавдия Коновалова вишташис кыч блокада коста олы силом поколению, и то речи с каштылом мезен. Бои сильные, и должны были взорвать у нас мост. И нас в 1942 году, в августе месяце, уже отправили нас в Омскую область, эвакуировали. Не было ничего, что была одежда с собой взята. На полу так и в товарнике ехали. Память, она до сих пор сохраняется, потому что это пережито столько. Но все перенесли эту войну. Много перенесено. И, конечно, те труженики тыла и участники войны, блокадники, это все надо, конечно, помнить и все-таки не забывать их. Шекът судьба эс бырат инкалишсад блокадный Ленинградлан олиш ыныч крепыта виджа ашса кезен и ощетче шогыттызла. Сечом вы на мортез выло виджеттен туя уверенная шуна ми тыдам, ми гордитчам. Ирина Батуева, Алексей Быков. Вести, Кудымкар. Кадацелан выставочный залын ошис музей каски нима выставка. Экспозиция Кудымкара Вайс Лысвинский музей. Каску называют Лысвинской. А потому что в годы войны только один завод в стране делал каску. Солдат из Личкаска скарищал исчезла первую шмычала музей каски, стальной шлем СШ-40, экспозиция главный экспонат, легендарная лысвинская каска Дорис Уна, 1000 солдат лишь до советской армии командир лишь Олан, Великая Отечественная война лан годдеза, лысвинская солдатская каска Лоис воин, победитель лан символан. Выставка у нас появилась 5 лет назад, к прошлому юбилею Победы. И вот уже второй год она ездит по городам нашего края. С тех пор она немножко дополнена была. Но состоит она из конструкций, из деревянных, которые, может быть, специально грубые такие сколочены для того, чтобы передать вот эпоху, да. Основная масса, конечно, это фотографии. Фотографии Лысвинского завода времен Великой Отечественной войны. Это воспоминания тружеников тыла, воспоминания жителей нашего города. Выставка вылын мычалымыш подлинный предметтез, каска керылын этаппез, конструкция шлемлан йон, крепыт и удобный, муном специальная термическая обработка пырет, северотерпитная винтовка трехлинейка и автоматный шлыем и шлоечажи, как я еще грамща. В первую очередь, это то, что сделано на 60% руками детей и подростков, в первую очередь. Во вторую, что именно на нашем заводе разработали ту каску, которая была действительно нужда в тот момент нашей армии. Ну и мы с вами знаем, что в настоящее время вместе с образом Красного Знамени образ нашей каски является символами победы. У нас есть каски разных стран 20 века. Мы рассказываем, чем были хороши или плохи, наоборот, каски разных стран, а потом уже о военном производстве в нашем городе. Передвижная выставка была началом музей Каскилан только этик зал, но нельки се алоис джетище спондазрелищнен. Выставка ведетиса учат тез и учат тез. В армии служил в 80-х годах. Пришлось, конечно, на учениях в этой каске, как говорится, участвовать. Такой вот в каске, да? Было дело. Правда, у нас каски-то были, что тут? Звездочки были и номера. Лысинская каска от целой сюжетной победа. Тацачный музей Каскилан бучам экспозициям Кудымкарн от вермаса апрель да скыкет лунач. Ирина Батуева, Алексей Быков. Вести, Кудымкар. Кудымкарын чулалыса лыжной двоеборье шарты Прикамские и Скаркинима всероссийской соревнованию. Томскиш, Санкт-Петербургиш, Нижний Новгородиш, Асиджи Татарстаниш, да Пермский крайлан быт хоть карезиш. Кудымкаровитетиш, локти спортсмены, с трамплин вывщанче чалым, да лыжной двоеборье шарты вермаща мезвыла. Приехала почти вся команда, 15 человек.
4 девочек и все остальные мальчики. Мы уже тут были на рождественском турне. Но на 20-ке, когда я еще прыгала на рождественском, максимальный метраж у меня был 26 на соревнованиях. Я тогда была 2-я, по-моему. Вообще, когда я прихожу на новый трамплин, мне страшно, но, прыгать надо. Максимальный трамплин у меня это К-60. В соревновании участвуется куим возрастная группа. И будет должен выйти чавна аслас высота вывщень. Но вылан трамплин не звала участники за эзледжа. Погодя сразу пыты соревнования завешшим мез. Должны были быть на 25-метровом трамплине и на 40-метровом трамплине. Но вот из-за погодных условий, к сожалению, пришлось организаторам и судейскому корпусу отменить прыжки на лыжах с трамплина 40-метрового трамплина, поэтому будут прыгать только с маленьких трамплинов. Лыжные гонки в зависимости от возраста ребятки побегут 3 и 5 километров. Лебалан лыжника соревнуется атамыткат куим лун. Катиона пельтис вынатыв и победа дынатуй эзвав кокнит. Челядь мычалиса не умаль результат тез. Мне нравится, как прыгают здесь Нижний Тагил. Есть конкуренты из моего города разные, но я не отчаиваюсь и довожу дело, чтобы победить. Хороший прыгун должен адаптироваться ко всем погодным условиям и к трамплинам. Зависит от правильности выполнения задачи, которую ставит тренер. Если ты ее выполняешь, соответственно, ты летишь далеко. Если ты ее не выполняешь, соответственно, прыжок может быть неудачным или недалеким, и судьи ставят мало оценок. Кудымкач трамплинный комплекс равноприметно унавы на спортсменес. Сиен прикамская искорка статанчулал на невитетич. Чередлащеча бур шанс мычав на ащинску жемез, дозоравно это спортлан виден. Первая попытка прошла хорошо, несмотря на то, что были 2 падения. Но, слава богу, ребята не получили травм. И будем надеяться, что вторая попытка пройдет также с успехом. И ребята покажут свои лучшие прыжки. Вермище за снаградитаса итоговый результат тещерти. Куим лунко сташетцем баллы щерти, питаса трамплин вущанче чалым да лыжный двоеборье щерти лидер рез. Ирина Ватуева, Алексей Быков. Вести, Кудымкар.